Привет. Привет, Я из Украины, город Хмельницкий, а вы откуда? я с России, Город. Владикавказ. Владикавказ, вы осетин? Да, Понял. Спецоперацию поддерживаете? не совсем. То значит в чем-то поддерживаете, да? Да, в чем-то А да. в чем? Ну, вот я не понимаю, знаешь чего? Сколько тебе лет? От 40 до 50, где-то так. Ну, такая же хуйня. Я тебе просто, знаешь, один такой вопрос задам. Хорошо. Пускай там были какие-то лозунги дебильные, да, там кто-нибудь скажет, что это москаль, да, это было во времена, допустим, когда Крым присоединили, да, а москаляку на геляку, да, это в смысле было издавна. Почему украинцы ненавидят Россию? Вообще, я вообще не понимаю, почему. Вот ты мне просто объясни, Да. Вот еще может я раз что-то смотри. пойму. Еще раз смотри. Вот мы ненавидим. Мы родились такие, знаешь. Бог создал нас и говорит, ненавидьте москалив. Мы такие родились. Че вы на нас напали? Вот скажи. Че вы прилезли в нашу страну? Мы в своей Это ты, стране... это ты за сейчас говоришь, Еще а раз. изначально, Изначально, вот смотри, мы живем в своей стране. Мы живем в своей стране и делаем там, что хотим. изначально, что сделала Россия вам плохого? Что То, сделала что вы... Россия? Давай так, в каком столетии? Да изначально. Изначально, современная Москаляку на Российская геляку. Федерация, да? С какого Москаляку года? на геляку. Давайте, с Нет, ты мне какого года? расскажи. Москаляку на геляку. Почему С такое какого пошло? года появилась Москаляку на Геляку? Давайте, чтобы я вам сказал про те года. Это еще в царские В времена. царские времена, да. А что Да. делали с украинцами в царские времена? Запрещали язык, истребляли нашу интеллигенцию, да? Порабощали нас, да? Чем? Где? Крепаками Когда? делали, да. Ну, Распустили где? казахов, да. Когда? Во. И что мы должны... А вы что, царя любите? Да дело не в этом. А вы, Дело нет, не вы в том. любите царя? При чем тут царь? Ну, При вы чем говорите, в тут царь? царские времена. Вы любите царя? То есть царь завоевывал всякие народы, а его надо любить. Вы что, дурак или что ли? Я вам задал один А я вам вопрос. еще раз говорю, смотри, жили украинцы, да, пришли москали, царь завоевали. Что мы должны любить? Конечно, москаляку на геляку. Вешали столько москалей этих, типа, было. Царя вешали, блин, кого хочешь хотели бы повешать. Так вот вы, Ну, смотрите, вы ты- сидите во Ты сейчас Владикавказе. какую-то и чушь, вот Да, прям, так вот правда. смотри, Да? вы во Ну, Владикавказе, ты в да, царское время, да, вот кого ты, царя бы повесил? и царя бы повесил. Теперь вернемся к Сталину, давай ближе. Нет, Вот подожди. знаешь, что сегодня за день? Ты о чем сейчас говоришь? Что сегодня за день, знаешь? Сегодня Какой? день, когда депортировали в 44 году чеченцев и ингушей. Знаешь это? Да, знаю. Во Владикавказе, там, где вот пригородный район, жили ингуши? Ну, Жили, да? Их депортировали, и тебя заселили на их место. Было такое? меня не засилили. Ну, я твоих не- бабушек, я дедушек. там... Нет, не было такого. Ага, то есть ингушей депортировали, а их хаты никому не раздали, да? Никому не раздали. Чтобы ты Ага. понимал, до сих пор судебные дела идут, чтобы ты понимал. Подожди, Не так. то есть, еще раз, в 44-м их депортировали, и до 90-х их дома и участки никому не доставались. Послушай, я лично сам здесь живу, и я знаю. Так, да, Вот вот. ты мне говоришь о том, чего ты не А знаешь. теперь расскажи, я знаю. Расскажи мне, как вы ингушей изгоняли в 90-х. Расскажи. Мы изгоняли Да. 90-х. В 90-х ингушей с их Подожди, земель. ты ингуш? Нет, я украинец. Ну раз ты не знаешь об этом, обо всем, о чем ты разговариваешь? То есть ты, осетин, мне можешь рассказывать про москалей и украинцев, а когда я тебе про ингушей, то ты что-то, короче, напрягся, да? А знаешь почему? Ну, почему напрягся? Я тебе Потому что- расскажу. Потому что Я я скажу, тебе давай, расскажу. расскажи, а ну давай. Расскажу. Давай. У нас одна история, чтобы ты понимал. Одна история. У кого у вас? Скифы и сарматы – это наши предки. Какие вы скифы сарматы? Вы вообще откуда пришли на территорию Осетии? Мы откуда пришли? Да. Скифы и сарматы, Ну слышал вот такое? вы смотри, вот, например, ингуши и чеченцы, они коренной народ Кавказа. Черкесы коренной народ Кавказа. Вы откуда пришли? С чего ты взял, что они коренной народ Кавказа? Потому что ученые, понимаешь, доказывают, что они коренной народ там. Ты, И поездку, ты читаешь, А, ты читаешь историю, братан. а вы, Скифы, осетины, сарматы. скажи, откуда ваши предки пришли на территорию Осетии? Из Ирана? Они наемники. Из Ирана пришли, да, наемники? Да. То есть вы пришли из Ирана, выгнали тех людей, которые там
живут, да, потом еще в советское время изгнали ингушей, да, вы же помогали, вот смотри, сегодня день, когда вот твои предки, осетины, да, получается, изгоняли вместе с советской властью ингушей и чеченцев. Было такое? Мы не гоняли их, это Сталин взял и... Сталин, вот... да, а кто на месте это все делал? Что значит на месте Ну делал? кто вот на месте, не Сталин же их грузил в вагоны, правда? А кто? У нас изначально, издавна идет, вот, чтобы ты понимал, я тебе так скажу, да, у меня очень много хороших друзей, знакомых, да, чеченцев и ингушей, очень много. Так, ну так кто их депортировал? Не мы их не депортировали. Это все была власть. И вот сейчас, чтобы ты, Да. вот сейчас ты там сидишь, ты понимаешь, за что я тебе говорю? Подожди. Я и ты простой народ, понимаешь ты? Не, мы не И вот простой народ. Ты сейчас не простой народ, я тебе сейчас так скажу. Да вы смотри. Вот, в смысле, нас сейчас, вот, грубо говоря, лбами столкнули, да? И Кого вот ты вас сейчас... столкнули? Смотри, мы Тебя! мы себе Вот сидели в своей стране. Ты мне что-то доказываешь, Смотри. непонятно что. Теперь- Что ты а чё такой ты подгорел? красивый. Подгорел, этом, потому как что его, я живёшь раскопал в Украине. я дернул тебя в твою правдивую историю. Давай вот я открыл осетино-ингушский конфликт, да, расскажи мне, как вы ингушей с пригородного района Северной Осетии изгнали, из ихних ингушских территорий, которых при депортации передали Осетии, потом было постановление РСФСР, что передать в Чечено-Ингушскую, да, назад СССР, да, и не передали, потому что ваши партийцы, да, порешали, чтобы не передали. И ингушей изгнали из их земель в 92-м году. Вот. Было такое в 92-м году? Погромы ингушей у вас? Было? Ты, в смысле, Ну было, вот я, давай так, я ты открыл... что говоришь? Чтоб ты понимал, ингуши пришли на сельскую землю, да, и вот детей и всех вырезали, вот кого когда они вырезали? В каком году вырезали? В 92-м году. В 92-м году, то есть я понял, Да. в 44-м их депортировали, так, в Казахстан, как и чеченцев, и крымских татар, да. Послушай, ты Подожди, меня. И они там в сидят 90-х... в Украине, да? Подождите, в Не знать, не знаешь. Подожди, в конце Послушай, 80-х, в начале 90-х, да, парламент РСФСР принял постановление, да, о осуждении вот этих сталинских репрессий, о реабилитации этих народов, их вернули, им должны были отдать их земли, да, предковские, так, вот. И что вы сделали с ними? Вы говорите, они пришли резать, да, изгнали их, сколько, давайте посмотрим, сколько изгнано, типа, чеченцев из Осетии. Давай, не, ингушей. Ты вообще сейчас говоришь о том, чего ты не знаешь. Так, посмотри, вот Википедия, заходим и смотрим. Давай. Пригородный район. В 92-м году. Расскажи, что у вас было. Куда делись все эти... Послушай, я в тот момент был ребенок, совсем ребенок. Ребенок, да. А в царской России ты не был ребенок, да? Ты что-то мне рассказал, что там в царской России москаляка нагнали. Давай теперь отвечай мне про про ингушское... Послушай меня, слышишь? Давай, не, расскажи мне. Плет. Смотри, вот. Оу, Общие потери. Смотри. 90-й год. Это уже после распала Советского Союза. 600 убийств, свыше 900 раненых. Что вы сделали с ингушами? Ебанашка. Что вы сделали с ингушами? Смотри, 407 ингушей погибло в этом конфликте. Ты что, ебанашка? Так вот смотри, еще раз, смотри. Кто убил этих 407 ингушей? Это официальные данные. Вот я смотрю, в 92-м году. Изгнав их из... Я тебе еще раз задаю вопрос. Ты что, ебанашка, что ли? Ну так скажите, подгорели? А что с ними случится? Расскажите правду. Может, Википедия обманывает. Расскажите. Я же тебе говорю, ты ебанашка. Ты Ну уже так расскажите. Расскажите правду. нагнетаешь какую-то... Не, смотри, я так понимаю, если Википедия обманывает, расскажите, что ж там было? А ну, давай. Говно. Скажи правду. Подгорел. Люблю эти моменты, да? Так вот, смотри, чучело, да? Пришел он, рассказывает, да? Сидит осетин во Владикавказе и рассказывает, что нормально, да, что они напали на Украину, да, Россия, потому что что-то мы там с царского времени говорим москаляку на гиляку. Нифига себе, короче, слушай, сиди себе, разберись со своими делами, да? Капец. Сидит в день депортации, да, чеченцев, ингушей, он рассказывает, что, короче, надо еще украинцев, типа, щемить. Нету, подгорел красиво, люблю. Так, ингуши, кто нас слушали, ребята, я знаю, да, знаю этот конфликт, знаю эту тяжелую вашу историю депортации, да.
Так что есть такое. И вот почему-то огромнейшее количество осетин, да, поддерживают нападение, да, России на Украину, поддерживают аннексию территории Грузии, да, так называемую Южную Осетию, так, потому что если мы смотрим, это территория Грузии была испокон веков, да, в начале 20 века, да, переселялись осетины в южную, так называемую теперь Южную Осетию, да, потому что там гонения были на них с той стороны хребта. Они переселялись, им грузины дали возможность заселиться, приютили их, да, а вот теперь они вместе с Россией разрывают Грузию на части, так же, как и поддерживают войну против Украины.